утро, друзья! Эдик Хелшин, с вами снова Лейла. Уже, наверное, по крику гусей узнают, когда открывают мой канал. Так, у меня заказ вчера был. Вечером позвонили, сказали, что нужно 2 гуся. Ой, я поэтому запыхалась, выловила 2 гусей сейчас, но больше не буду, только 2 зарежу. Потому что у меня еще много дел, надо убраться еще в комнате у мамы. Так, вот мое хозяйство. Как видите, снег у нас тает, конечно. Хорошенечко подтаял за вчерашний день, но все равно лежит. Вот. Так. Ну, приходится вот так. Вот видите, как холодно, а им все равно купаются. Хоть бы что. И по снегу, и снег едят, видите? Так. Я показываю, потому что многие мои подписчики говорят, что им нравится наблюдать за моими животными, за птицами, вернее. Я сама очень люблю за ними наблюдать. Видите, они все-таки испачкались, грязненькие, потому что грязно. Смотрите, как снег едят. Как будто что-то вкусное, серые особенно. Вот. Все-таки я, по-моему, грешила на этих гусей, что они плохие. Уже берут понемножечку в рост, значит, были маленькие. Вот так вот. Мои дорогие, привезли мне Аишку. Мама поехала на работу ее, а мне ее завезла. Мы только что позавтракали, но вот сейчас покормили еще Аишечку. И как раз вчера мне привезли подарочек к чаю. Посмотрим. Сейчас мы должны пить чай. И посмотрим, что за подарок мне привезли. Ой. Ничего, мама соберет, ничего. Собери со стола сама. Хагули. Так, видите, я постелила новую клееночку такую. Она очень симпатичная оказалась. Вы, конечно, наверное, думаете, смеетесь над мной, что все время меняю клеенку. Но так получилось, дорогие мои, потому что та клеенка оказалась, очень неудобной для меня. Она такая рельефная была. И что я уже говорила, что постоянно туда вот, чтобы на нее не капнуло, то все время пачкалась клеенка очень сильно. Я и белизной пробовала, и пемолюксом, но никак она у меня не вычищалась. Оставались, особенно даже вот после аджики, если капнет что-то, или после соуса, так это вообще оставалось таким же розовым пятном. И поэтому я, вот видите, положила такую вот клееночку. Она очень красивая, мне очень нравится. Не знаю, надолго ли она будет такой красивой у меня, конечно. Но всю жизнь мы меняем клеенку очень часто. Так, ну все, это было небольшое отступление. А сейчас о подарке. Вот, как-то зайдя на страничку своей дочери, в сторис, я увидела, что там она делает какую-то распаковку, показывает, что ей прислали какой-то мед. И как-то я написала ей в комментарии, что я тоже хочу такой мед. Хотя, друзья, я небольшой любитель меда, но я просто написала, чтобы приколоться для нее. И она мне обещала, что тебе тоже пришлют такой подарочек. И это было давно, если честно, по-моему, даже больше месяца тому назад. И вчера вечером мне звонят и говорят, что вот вам какая-то доставка. Я говорю, ну я вроде бы ничего не заказывала и ничего опять-таки не знала. Но привезли, посмотрела, оказался этот мед. Я потом вспомнила, что вот, наверное, это оттуда. И потом только позвонила дочка и сказала, что мама, тебе тоже вот прислали подарок. Так, у них вообще-то много разного меда, но вот прислали мне 4 вида этого меда. Так, вызывай такси и отправь, и ноутбук отправь, пожалуйста, и вон ту коробку тоже отправь. У них сегодня какое-то чаепитие, она хочет скатерти, посуду. Быстро вызови такси и отправь в школу. И скажи, предупреди таксиста, что там посуда, чтобы он впереди сиденье поставил и вез поаккуратнее. Так, это у моей дочки в школе какое-то чаепитие. Попросила меня посуду и скатерти, чтобы я прислала. Так, ну дальше о меде. Значит так, тут вот такой вот подарочек. Дочка моя говорит, мне объяснила, что у них разные травы там. Но она ей сказала, что у меня больная печень. Она мне прислала вот такой вот подарочек для печени. Кавказский долгожитель.
Так, травы Краснодарского края, здоровая печень, чайный напиток. Ну, тут, вы знаете, тут написано, что способствует восстановлению и регенерации клеток печени, очищает организм от шлаковых токсинов, применяется при воспалении желчных протоков, имеет ряд гастротекторных соединений, да. Обладает общеукрепляющим и омолаживающим эффектом. Это, конечно, хорошо, но я все-таки... Ну и тут даже написано проконсультироваться с врачом. Я все-таки проконсультируюсь со своим врачом, потому что у меня не просто воспаление желчного протока, пузыря, а еще и камни в желчном пузыре, поэтому я буду с осторожностью их пить. Так, ну уже дальше вот о меде. Я, правда, первый раз столкнулась с таким. Так, этикеточка только на одной этой баночке. Я вам сейчас покажу. Вот, тут написано, что это состав. Взбитый мед апельсин, мед суфле. Я такой никогда не ела. Честно признаем, мы не ели еще его. Сейчас распакуем. Я просто вчера не захотела, мы уже поужинали, все. И не пили ни чай, ничего, как привезли, так и стояло у меня это. Так, и сейчас вам продегустируем и покажем. И я скажу вам. Так, отсюда веревочку оторвалась. Так, это значит, просто нет этикетки, видите? Ну, я поняла, что и что. Это малина. Не поняла, а мне позвонила дочка и сказала, что это манго, это лайм, как она сказала, и это апельсин, я уже вам сказала. Так, и вот как называется фирма, которая продает этот мед. Крем Мед Инк. У них есть страничка в Инстаграме. Сейчас, Аишка. Ага. Сейчас упадут гранаты. Сейчас мама уберет тебе там. На, давай, вытри тряпочкой стол. Вытри. Вот так вот. Еще. Вот умница ты, мамина, умница. Ну, давай теперь. И вот у них есть страничка в Инстаграме, которая тоже называется Крем Мед Инк. И, ну, если захотите, зайдете. Но мы сейчас продегустируем, и я вам скажу на вкус и что и как. Ну и вот, мои дорогие, мед мы продегустировали. Какой нам больше понравился, вы, наверное, сами поняли. С апельсином лично мне понравился самой больше всех. Насколько я не любитель меда, но мне очень понравилось. Очень понравился вкус. Именно... Вообще-то понравился всех вкус, но для меня больше всего подошел апельсин. И манго тоже мне очень понравился. Но, не знаю, а мальчикам нравится и малина, и это. Ну, короче, нам всем понравился мед. У каждого вкус необычный и вкусный. И я действительно не знала, что такое бывает. Я же говорю, я небольшой любитель меда, но это мне понравилось. И мне кажется, это очень полезно, потому что... Вообще-то мне запретили есть сахар. Ну и, наверное, иногда я буду попивать чаек с этим медом. У них вообще-то, я тоже зашла на страничку, мед с разными наполнителями. Есть даже с кедровыми орешками. Вот мне захотелось попробовать с кедровыми орешками. Я закажу его, наверное, у них. И если я закажу и как приедет, я тоже вам покажу. Если честно, я не знаю, сколько стоит такой мед. Об этом вы узнаете на ее страничке, потому что это для меня подарок. Так, ну вот, большое спасибо, кто прислал мне этот мед. Я, к сожалению, не знаю ее имени, или его, или ее, но большое спасибо. И скажу на нашем языке. Большое спасибо. Огромное спасибо и хороших продаж, хороших покупателей я желаю фирме Крем Мед Инк. Ну и что еще пожелать? Всего хорошего и здоровья. Такой подарочек, если что, даже можно подарить и на Новый год, и на день рождения, и просто подарить кому-то в подарочек. Очень вкусный и интересный подарок. Они, наверное, и соберут как в подарочек. Вот даже я как-то сейчас задумалась, может быть, действительно кому-то вот едешь в гости и подарить вот такие вот несколько баночек такого меда купить и повезти в подарок вместо торта даже. Намного полезнее, мне кажется. Так что вот так вот, друзья. Вот моя распаковочка на сегодня. А сейчас
пойдем дальше заниматься нашими работами. Да, Аишка? Вот, видите, Аишка. Аишка занята. Вот, расклад. Ты бы лучше поела. Да, хани отцахай гранат. Лоуз ялха юали? Юали халоуз? И вот, мои дорогие, зарезали мои двух гусей. Как я сказала, у меня был заказ. Ну, чуть-чуть все-таки немножечко. Ой, повредила кожу, но ничего, мне все равно ее нужно сейчас опалить и разделать и помыть. Я не знаю, может быть, даже с ютуба она услышала, откуда и как. Но сейчас у меня зажигалка немножко барахлит, я поэтому ее не выключаю. Так. Сейчас у меня с этой стороны уже обгоревшая Аишка. Так. И она просила, если можно, и опалить, и разделать, и помыть, потому что, как я поняла, женщина больная после ковида. Ей кто-то сказал, что полезно гусиное мясо. Я надеюсь, меня слышно. Не знаю, никак не дойду до микрофона. Ну, теперь, наверное, уже закажем. Надо заказать микрофон. У нас в Ингушетии я не нашла микрофон, который мне нужен. Придется заказывать или с Алиэкспресс, или я не знаю. Так, ну гуси в принципе неплохие, правда я не взвешивала, не знаю сколько он. А ну-ка принеси на интересно сюда, мой. Так, вообще-то лучше убери ее подальше, а? Кто его знает? Что-то сломался, не знаю, надо будет покупать новый. Так, что я хотела? Так, хочу отсюда жир. Я заберу жир, но помою и ей самой положу его снова. Потому что жир, гусиный жир, друзья, очень хорошо при легочных болезнях. При бронхите, при любом воспалении легких. Я его обычно перетапливаю на паровой бане. И обычно, и даже деткам, даже Аишка, у меня его часто принимает. Ложечку меда и ложечку масла соединю. И так принимают мои дети. Не думаю, конечно, что у меня весы не очень-то. Нет, не получается. Как-то. Ну, короче, 4 килограмма гуси. Но не очень большие гуси все-таки у меня. И это девочки. А это 3800 только. Это девочки. Не знаю почему, но ну, не худые, но не такие прям крупные. Вчера смотрела, сколько стоит один гусь. Все-таки дорогие гуси, друзья. Надо будет покупать запасываться. Все-таки он плохо работает. Так, если не убирать кишки до того, как мы их засунем в воду для того, чтобы почистить, то у нас считается не халяльным, поэтому не надо. Мы обычно потрошим всегда сразу же, как только зарежем. Сразу надо выпотрошить, только потом их можно окунать в воду. Поэтому, в принципе, даже из-за этого иногда у меня больше не заказывают, потому что знают, что я буду делать все правильно. Потому что куры, что гуси, что утки, которые я разделываю, у меня халяльные получаются. А привозные, в большинстве случаев, привозные извне нашей республики боятся покупать.
Повторюсь, гуси были дорогие вчера. Вот я ездила за моющими средствами, как раз на перекрестке стоял мужчина. Ну, наверное, по-моему, побольше, который был вот такой, даже ты видел? А такой поменьше стоил 1500, а такой 1700. Ну, я вот этой женщине отдаю их по 1500. Ну, у меня так для продажи нет, просто раз она попросила, не отказала я. Мне надо вырезать. Мне кто-то посоветовал, вот я уже повторяю, что после ковида хорошо есть гусиное мясо. Вообще-то я тоже слышала, друзья. Напишите, вы слышали об этом? Не то, что после ковида, а то, что после любых заболеваний легких хорошо есть гусиное мясо. И пока мы тут с гусем занимались, пришла и мама Ишки, да? Сейчас все, я его помыла. Нас уже ждут. Так такси пусть вызовет. Скажи, дай ему, чтобы такси вызвал. Наверное, 3 кулечки разложу, в 1 кулечек, 2 кулька не поместится. Ой, мама свою целует. Но сегодня бабушку тоже целовала. А то обычно у нее не дождешься поцелуя, пока не заплачет. Да, Мишка? Все-таки с ребятушками, с детишками намного интереснее дома. Да, Мишка? Вы возьмете с собой? Будете, друзья? Не хочешь? Вообще не пои ее чаем, ей надо кушать. Не хочешь, ни спать она не хочет. Аишка, спать не хочешь? Аишгите? Вкусно, вкусно, это мед суфле. С гусиным пиром вкуснее? Что? С гусиным пиром вкуснее? С водой вкуснее. Где-то был у меня жир. А где я потрошки делала? Видела? А вот. Чашка вот под этим. Что это? Их просто что ли? А? Пожарить. А да, я их не отправляю. Приготовишь бабушке и себе. Как раз заберете. Тебе печенку или эти? Все. Все, да? Так, ну все, друзья, мой заказ. Слушай, этот пакет у нас, надо почистить его. Заказ, да, она из Джейраха приехала специально в Назрань. И теперь там ждет, у них, по-моему, где-то около 3 автобусов. Так, мои дорогие, теперь я займусь приготовлением ужина. Так, значит, смотрите, я говорила, что хочу сделать котлеты и добавить гусиную грудинку. Тут у меня килограмм фарша говяжьего обычного. И вот я прочистила такую вот эту вот грудинку гуся. Сняла кожу, и вот этот костяк остался. Вот, оказалось, я взвесила, и получилось у меня, вернее, не оказалось,
получилось у меня полкилограмма вот такого вот мяса гуся. Вот. Я нарежу и пропущу через мясорубку. Значит, у меня тут будет получаться 1,5 килограмма фарша всего общего. Значит. И еще раз тут 1,5 килограмма. Вот такие вот я добавлю. Вот такие вот 2 луковицы, друзья. И вот такие вот 2 картошки. Тоже пропущу через мясорубку. Друзья, вот я пропустила через мясорубку лук и картошку. Я все-таки добавила еще половину лука. Ну, еще луковицу, можно сказать. У меня половина лука, потому что слишком большой был у меня лук. Так, теперь я замочила хлеб. Таких вот 4 кусочка. Я не буду одевать перчатки. Потому что я готовлю для себя, а в перчатках я не умею ничего делать, друзья. Так что вы меня извините. Так, как я сказала, у меня канализация и водопровод не работает. Мне приходится выливать, заносить, выносить эту воду. Короче, работы прибавилось. Так, теперь. Тут у меня черный перец и соль все вместе. Боюсь пересолить, пока не буду больше, потом попробую. Здесь красный перец. Так. И одно яйцо добавим туда еще. Так, друзья, у меня яйца домашние, мытые. Я в холодильник кладу, всегда мою яйцо, прежде чем положить в холодильник, потому что у меня мальчики достают из холодильника. И моют, вернее, не всегда моют, забывают мыть и жарят, и поэтому я сразу же кладу в холодильник, помыв яйцо. Так, и еще, друзья, я хочу сделать компот из сухофруктов, которые вчера покупала. Я их 1 раз уже промыла, налила вторую воду. Промыла еще раз, и у меня уже вода кипит. Я ее закину. У меня будет сразу же и компот. Так. Пока оставим тут грязную посуду. Так, значит, яйцо я сюда уже вбила. Теперь немножечко, я все это перемешала, но теперь я немножко буду взбивать мясо. На столе у меня штатив слишком шатается, взбивать вот на этом столе. Стараюсь говорить громко, но забываю и перехожу опять на тихий тон. В принципе, яйцо, наверное, можно было бы еще, потому что у меня несутся куры молодые, они яйцо маленькое. А тут еще 1,5 килограмма, а не килограмм. На килограмм обычно я одно яйцо вбиваю сюда. Так. И вот так вот немножечко надо отбить. Я вот, друзья, я все подготовила, чтобы пожарить котлеты. Так, вот сделала вот такие вот на заморозку 6
по 6 штук. Ой, 2 лотка. Они у меня лишние, для нас. Я их поставлю в морозильник на следующий раз. И вот здесь тоже. Сейчас, по-моему, 12. 3, 6, 8, здесь 12, да. И здесь 12. У меня получилось, вот, видите, 24 котлеты из них. Этого фарша. Значит, я сварила компот из сухофруктов. Но он у меня сегодня сейчас не остынет. У меня есть вчерашний, который остыл, а это я уже приготовила на завтра. Значит, я поближе потом вам покажу. Мы очень любим этот компот. Так, сейчас я включу газ. Так, компот я отставлю. Так. Доска грязная. У меня варится вода для макарон. Все вместе будем делать. Так, я нарезала уже лук и морковь. Буду делать подливу для котлет и для макарон. Видите, я вот своей этой овощерезкой нарезала кубиком морковку и лук. И буду делать зажарку для подливы. Вы знаете, я раньше не делала, конечно, кубиком, делала, как обычно, шинковала лук и морковь. Но у нас в кафе делали подливу вот так вот кубиком. Нашим клиентам нравилось. Я решила сегодня тоже вспомнить, что мы делали. Так, масло еще не согрелось. И я решила нам сделать, знаете, друзья, такой салатик, обычный салат, ничего нового. Я вам не покажу, но просто я его решила сегодня сделать, и поэтому хочу вам показать. Просто вспомнила, смотрела в ютубе разные салаты, и там как раз делали простой обычный вот такой вот салат. Значит, капуста нашинкованная, вот так вот соломкой, морковь, так посуда набирается, лук. Хорошо бы, конечно, зеленый, говорю, огурец. Даже и помидоры, и огурец, если бы было. Ой, достала абхазскую аджику, думала, она у меня горошек. Так. Наверное, я перчаточку одену все-таки. Весь, наверное, не надо, так что я не буду срывать. Так. Давно этот салат не делала, что-то мне захотелось. Ну, конечно, если бы был зеленый огурец, болгарка сюда, было бы здорово. Болгарка, правда, у меня есть замороженная. Но сейчас не хочу доставать, идти туда, в тот дом, в тот холодильник надо. Сегодня поедим так, чтобы было вместе с этим, с котлетами.
Но все-таки, друзья, я не поленилась. Я принесла болгарку и сделала вот такой вот простенький салатик. Так, а теперь будем жарить наши котлеты. Перчатки я, конечно, сниму. Так. У меня и подлива уже готова. Сейчас только вода закипит для макарон. Макароны закину, чтобы сразу все вместе приготовилось. Так, все. Приступаем к котлетам. Просто покажу одну-две котлетки, как именно я делаю. А потом уже вы сами. Ну, в принципе, ничему я научить, конечно, не могу в котлетах. Я больше спец по тесту, чем по мясным блюдам. Ну, по идее, вроде бы никто не жалуется и мясное. Ну и вот, друзья, наш ужин готов. Стол я, как видите, засервировала. Вот такие котлеты у нас получились. Я сделала порционно, положила. Сделала такую вот подливу. К сожалению, у меня зелень только замороженная, поэтому вид не очень-то красивый. Если бы была свежая зелень, то, конечно, было бы намного интереснее блюдо играло бы. Так, ну вот обычный капустный салат. На гарнир вот такие вот макароны. Действительно, они оказались очень вкусными. Вот эти вот макароны. Они дешевые. Так, Bottega del Sole, по-моему, да? Если я правильно прочитала. Они очень вкусные, друзья. Можно брать. Я, наверное, еще возьму, поеду туда. Или сына пошлю 20, говорю, 25 рублей читала и 20 у меня. Куплю пакетов, наверное, 10. Сейчас, друзья, я попробую и скажу вам, какие они на вкус. Так, друзья, всех своих я позвала, пока они шли, еще не дошли до меня. Я быстренько вот полкотлетки поела. Вы знаете, очень такой нормальный. В принципе, даже не чувствуется вкус, ну, то, что мясо там гусиное еще есть. Не знаю, даже вот как-то попробовала. Ну, вроде бы хорошо. Ну, вот как-то так, друзья. На этом я закончу свой влог. Всех благ вам, мира и благоденствия.